Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 11 октября. В Юго-Остинском госуниверситете прошла научная конференция, посвященная 160-летию гения остинского народа Куста Хитагурову. Награды за добросовестный труд и высокий профессионализм получили педагоги дошкольного и среднего образования. Сегодня день создания Министерства обороны Абхазии. Вспомним события тех лет. В Юго-Остинском госуниверситете прошла конференция с представлением докладов о жизни и творчестве Куста Хитагурова. В ней приняли участие члены правительства во главе с Эриком Пухаевым, представители посольства Российской Федерации в Южной Осетии и сотрудники вуза. Тему продолжит Роза Тедеева. В Юго-Остинском государственном университете прошла научная конференция, посвященная 160-летию гения осетинского народа Куста Хитагурова. Ректор вуза приветствовал собравшихся, рассказал о роли писателя в жизни осетинского народа. Тема нашей научно-практической конференции – значение и вклад Куста в мировую культуру. Говорить о творчестве Куста можно бесконечно. Для меня лично Куста – это классик не только осетинской литературы, но и классик мировой литературы. На конференции было представлено 8 научных докладов, посвященных творчеству великого Куста. Куста – художник, Куста и Лермонтов. Ученые в своих докладах раскрыли все грани таланта великого Куста. Профессор Гацерплиев представил доклад на тему «Взгляд Александра Тибилова на творчество Куста». В 1929 году в журнале «Фидиак» Александр Тибилов опубликовал статью о Куста. Он каждый раз вспоминал великого гения, восхищался им как писатель и как личность. В то время многие писали о творчестве Куста, но не могли передать все величие его произведений. На ежегодной научной конференции доклады представили и сами студенты вуза. В завершении премьер-министр страны Эрик Пухаев от имени президента поздравил известного кавказоведа, ученого профессора Юрия Гаглойте с 85-летним юбилеем. Уверен, что авторитет видного ученого, энергия, прекрасные деловые и личные качества, желание принести максимальную пользу Отечеству и впредь будут залогом ваших успехов и в жизни. В день вашего рождения желаю вам, уважаемый Юрий Сергеевич, крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в научной и преподавательской работе. Мира и добра вам, вашим родным и близким. С искренним уважением, Анатолий Бибилов. Роза Тедеева, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. В столице сегодня чествовали педагогов дошкольных и среднеобразовательных учреждений. Лучшие учителя получили заслуженные награды за вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Подробности далее. Награды за добросовестный труд и высокий профессионализм получили педагоги дошкольных и среднеобразовательных учреждений. Среди награжденных педагог начальных классов Лаура Лалиева. Практически всю жизнь она отдала воспитанию и обучению подрастающего поколения. Сегодня, вручая награду, начальник управления образования администрации города Цхинвал еще раз отметила ее вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Учителем может стать не каждый. Профессия требует полной отдачи, любви к детям. Жанна Лулаева поблагодарила педагогов за каждодневный труд. Сколько бы мы ни поздравляли учителя или воспитателя, мне кажется, это все равно будет мало. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с вашим хорошим, прекрасным трудом, который вы отдаете до конца. Вот все, что возможно и невозможно, вы отдаете нашим детям. От всего управления образования огромное вам спасибо. Я хочу, чтобы вы всегда были здоровы. Я хочу, чтобы у вас всегда было желание работать. Я хочу, чтобы у вас всегда были благодарные ученики. А они всегда будут. Ну а что касается садиков, то вообще низкий поклон всем воспитателям. Мне вообще кажется, что сложнее работать в садиках, чем в школе. Хотя сложно и там, и там. Спасибо вам, мои дорогие, низкий вам поклон. Награды получили более 50 работников сферы образования. Они, в свою очередь, выразили благодарность за оказанное внимание. Агунда Губозова, Фатима Чочи, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.
Благоустройство столичных улиц в рамках инвестпрограммы продолжается. С каждым годом их количество увеличивается. Процесс поэтапный. Очередь до улицы Целинников пока не дошла. Между тем, жители жалуются на плачевное состояние придомовых территорий. Наш корреспондент Агунда Губозова выслушала жителей и обратилась за ответом в соответствующие инстанции. В столице республики активными темпами идет строительство улиц в рамках инвестпрограммы. Столица преобразилась. Тем не менее, остались еще улицы, которые необходимо капитально отремонтировать. К примеру, улица Целинников. Здесь невозможно ни пройти, ни проехать. Дорога в ямах, передвигаться тут затруднительно. Как пешеходу, так и автомобилям. А в дождливые дни это практически невозможно. В этом микрорайоне города капитальный ремонт улиц и придомовых территорий не проводился с советских времен. Между тем, Целинников – один из густонаселенных микрорайонов столицы. Жители не раз обращались в профильные ведомства за решением проблемы. Однако очередь до них пока так и не дошла. Мы не раз обращались в профильные ведомства. Все безрезультатно. Нам выровняли дорогу, и на этом все. В дождливую погоду по улицам невозможно пройти. Долгие годы нам обещали сделать дорогу. Как видите, результата пока нет. Недавно мы снова обратились в профильные ведомства. Нас заверили, что в следующем году проведут ремонтные работы. Ждем и надеемся, что на этот раз это не просто обещание. И мы, наконец, сможем пройтись по чистым, благоустроенным улицам. В администрации города Цхинвал, куда мы обратились за комментариями, сообщили, что улица будет капитально отремонтирована в будущем году. В ГУП «Водоканал» сообщили, в начале 2020 года они приступят к замене подземных инженерных сетей в микрорайоне Целинников. Водоканал уже направил в Минстройтехусловия на подключение к городским сетям водоснабжения и канализации. Все работы будут выполнены в рамках инвестиционной программы. Агунда Губозова, Александр Кукоев. Информационный выпуск. Сегодня. Одна из центральных улиц столицы Московская, ныне Путина, продолжает преображаться. На месте снесенного, портящего городской облик сгоревшего универмага решено разбить сквер. Предусмотрен и фонтан. На сегодняшний день идет наладка коммуникаций. Ход работ проверила наш корреспондент Елена Газаева. В скором времени в центре нашей столицы появится новый сквер в национальном стиле. Сейчас работают над обустройством фонтана, после чего приступят к благоустройству территории. Планируется установить лавочки и уличные фонари. Территория будет полностью озеленена и ограждена. Сейчас идут работы по установке насосной станции, а также коммунальных систем. Для удобства горожан и гостей столицы в непосредственном соседстве со сквером будет установлен общественный санузел. В ближайшее время коммунальщики начнут установку светильников и системы для полива и орошения травы. По всей территории будут высажены цветы и кустарники. Зону отдыха украсит и декоративное ограждение. В районе центрального стадиона будет еще один сквер с детской площадкой. Как заверяют работники городской администрации, его строительство уже на стадии завершения. Заказанное ранее резиновое покрытие будет установлено на детской игровой площадке, где будут располагаться всевозможные качели и горки. Скверы планируют сдать в эксплуатацию к концу текущего года. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня. В ближайшее время на улице Путина появятся таблички нового образца. ГУП «Ирдизайну» уже поручено изготовить и вывесить соответствующие адресные таблички, сообщает пресс-служба администрации города Цхинвал. Работа над дизайном проводится. Оформление планируется в современном стиле. Для удобства граждан таблички разместят по обе стороны улицы. Сегодня день создания Министерства обороны Абхазии. В 1992 году это было необходимым шагом для борьбы с агрессором. Именно тогда Грузия начала вооруженный конфликт с народом Абхазии, который выразил свое право на самоопределение и независимость. За свободу республики погибло много абхазских ребят. Ценой многих жизней сегодня Абхазия продолжает строить суверенное государство. Оксана Джиоева о событиях тех лет. 11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзимба подписал указ о создании Министерства обороны. В этот же день началась мобилизация граждан в возрасте от 18 до 40 лет. Создание национальной армии было вопросом жизни и смерти, необходимым шагом в сложившейся на тот момент в Братской Республике ситуации.
Абхазия в 90-м году заявила о государственном суверенитете. Право народа Абхазии на самоопределение не было поддержано Грузией, и в августе 92 года они ввели войска в республику. Начались полномасштабные боевые действия. На помощь абхазам пришли угостинские подразделения и помогли им на время вытеснить часть формирований грузинской армии. Создание вооруженной структуры было жизненно необходимо. В 1994 году, благодаря России, боевые действия на территории Абхазии прекратились. В республику вошли миротворческие силы Российской Федерации. Они стали гарантом мира. В 2008 году Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Независимость, ради которой погибали абхазы и осетины в борьбе против общего врага. Оксана Чуева, Александр Кукоев, ТТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. К 160-летию со дня рождения Костахи Тагурова в Национальной библиотеке прошла конференция с участием художников Юга России. Цель – демонстрация культурного многообразия народов Юга России, привлечение внимания к художественному наследию Южной Осетии. Подробности в репортаже Стеллы Бязровой. Профессиональные художники, члены российских и международных творческих союзов и ассоциаций с югостинскими коллегами обсудили ряд актуальных вопросов. Вначале к участникам симпозиума с приветственной речью обратилась министр культуры Жанна Засеева. Мы с вами все, хоть я и не художник, я причисляю себя к вам только потому, что я сижу за столом сегодня с вами. Мы в одном большом культурном пространстве. С особой радостью я говорю вам сегодня о том, что приятно видеть вас всех, видеть художников в жизни. Участник симпозиума, почетный член Российской академии художеств, член художников России, председатель фонда «Арт Кавказ» Николай Хлынцов рассказал о перспективных проектах, которые можно было бы реализовать в Южной Осетии. Возможность организовать в Южной Осетии форум ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Есть программа, над которой мы сегодня работаем. Это дальнейшая интеграция двух. По сути дела, это один художественный союз, и мы надеемся, что вот эта плодотворная работа, которая есть сегодня между Союзом художников Северной Осетии и Союзом художников Южной Осетии, фондом «Арт Кавказ», принесут свои плоды. Это целый ряд мероприятий, которые мы наметили на следующий год. В свою очередь, осетинские художники отметили важность и актуальность проведения таких симпозиумов. Прежде всего, такие проекты нужны для того, чтобы объединить творчество художников различных национальностей. Конечно, вот эта встреча дает, чтобы эти художники тоже потом участвовали на этих симпозиумах. И следующий год, и дальше будет следующий у нас в Крыму будет, и может, с Южной Осетии тоже художники. И вот это много даст, и потом они своим ученикам передадут. И вот так развивается наше искусство, творчество. Министр культуры Жанна Засеева от имени правительства Южной Осетии вручила почетные грамоты Николаю Хлынцову и представителю Республики Северная Осетия Алане в Республике Крым Валерию Савлаеву. В свою очередь, художники Юга России подарили Министерству культуры картины известных художников. В этом году организаторы форума посвятили симпозиум юбилею Костахи Тагурова. Основная цель – демонстрация культурного многообразия народов Юга России, привлечение внимания к художественному наследию Южной Осетии. Стелла Бязарова, Арсен Гасиев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В выходные дни в Южной Осетии планируется отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами, сообщил гендиректор ГУП «Энергоресурс» Анатолий Габараев. В субботу и воскресенье с 9 утра до вечера 18:00 на линии электропередач «Северный портал» ДЗАУ будут проводиться плановые ремонтные работы. Эта мера необходима для подготовки сетей к зимнему периоду, отметил Габараев. Эти работы проводятся в рамках подготовки к зимнему периоду. Я думаю, что уже линию подготовим. За эти 2 дня уже полностью подготовим линию и больше не будем отключать. Почему, значит, работы проводятся именно в выходные дни? Это связано с тем, чтобы в будние дни не останавливать работу учреждений, предприятий и также детских садов и школ. Информационный выпуск продолжают новости спорта.
Завтра в поселке Дзал начнется турнир по борьбе памяти Героя Осетии Таймураза Сиукаева. Соревнования проходят 6-й год подряд и планируют собрать юных борцов Осетии. В турнире примут участие лучшие борцы республики. Пригласили и наших братьев из Северной Осетии. Приедут борцы Владикавказа и Алагира. 12 октября начнутся соревнования по борьбе самбо. А 13 октября за медали начнут бороться спортсмены, выступающие по вольной борьбе. Прошу любителей спорта и всех тех, кто знал Таймураза Сиукаева, прийти на турнир и поболеть за юных борцов. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Дюоева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.